Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина, и сегодня я порадую вас несколькими счастливыми историями, которые случаются в процессе долгого, кропотливого труда, поэтапного спасения. Ой, пушистик, ой, колобочек, пушистенькая какая собачка, пушистенькая. И небольшая, скажи я, да? Итак, пушистая девчушка Тула, замерзающая в будке в минус 50, покрытая инеем и при этом озорно заглядывающая в глаза человеку. Забрали мы ее зимой. Но забрав ее, увидели свищи после стерилизации на животе. Сейчас поедем в клинику. После, видимо, стерилки все гноится у нее здесь. Ой, из-за шва может быть. Лечили долго, одновременно ожидали самолет. Говорили, что она склонная к побегу, но нет. Сразу влюбила в себя всех на передержке. Очень позитивная, задорная, веселая. Ее все устраивало. Сбежать она и не пыталась. И в конце лета ее наконец-то взяли на пристройство в Европу. И в течение месяца ей нашлась там семья. Семья большая, дружная, с большим участком. Есть где побегать вдоволь. Keine Zeit, sie hat keine Zeit. Sie will nicht spielen. Wollen wir mal reingehen? Die Emi ist so Kindskopf, ne? Und die Tula hat keinen Bock. Keine Zeit, stör nicht. Kommt mal. Tula! Schätzchen, nein, was ist... Da war ich noch nicht, ne? Da warst du. Emi, komm. Komm mal hier, bleib da. Bleib da. Tula. Живет теперь в любви и неге. Счастливы и люди с ней, потому что появилось в их жизни такое солнышко, которое заряжает их своей энергией. Еще одна узница ППЖ, совсем несчастная, со склоненной головой и кровавой шеей, сидела на будке вольера, боясь спуститься зимой в минус 50. Если кровь на собаке есть, это как приманка, значит, дорвут ее. Ну вот, не дали дорвать, забрала я ее тогда, зимой. Потом лечили, потом Москва и ожидание счастливого билета в семью. И только теперь можно сказать, что все получилось, пройдя все испытания, которые останутся за кадром. Вам мы показываем только итог. Девчушка Чара поехала на передержку в Европу, но она настолько хороша и умна, что семья оставила ее себе. Будь счастлива, шикарная, пушистая, добрая узница ППЖ. Теперь о Савелии, Савушка, красавица одним словом, но это не помешало ему 2,5 года просидеть у нас на передержке. Большой же, не коротколап, но он очень добротный пес и характер офигенный. Оценили его только в Европе и только тогда, когда он туда приехал. Помните, в сентябре собирали ему на дорогу, уезжал на пристройство. Очень просила за него, ведь приехал ко мне щенком. Не хотела я, чтоб состарился такой красавец у меня на передержке. В общем, сейчас он в семье. Все счастливы, его любят, хвалят, много гуляют. Рада, что все получилось. Спасибо всем, кто так или иначе был причастен к его спасению и его пристройству. Давай лапочку. Давай вторую. Держишь меня. Вот так любишь, Таня. Вот так, вот так, вот так. Видишь, вот хорошая, глянь, Таня, рябушка моя. Девчушку Рябушку забирала я зимой из города Столин
Белоруссия. Так неистово рыдала одна спасительница ее, рассказывая о всех убитых в ее богом забытом городке. Забирала я в тот период оттуда 3. И вот только в сентябре позвали нас на пристройство в Европу. Просили небольшую. И ей повезло, что она оказалась у меня небольшой, сантиметров 45. И я рада, что в течение месяца нашлась ей там семья. И ей настолько там хорошо, быстро освоилась, хотя приехала ко мне зимой очень зашуганной, тревожной, доставалась ей в жизни. Что посмотрите, какая счастливая уже встречает хозяйку. Просто не узнать Рябушку. Как же повезло этой девчушке. Но как надо любить, чтобы так быстро она раскрылась и доверилась этим замечательным людям. Теперь о щенках, спасенных в январе в мороз в поселке Масоголох возле Якутска. Их подбросили поочередно к магазину на крыльцо. То один замерзал, забралась сердобольная девушка в подсобку магазина, а через 2 дня подкинули братца такого же, и его забрала. Позвонив мне, понимая, что там они никому не нужны, попросила взять их, умоляла, иначе им грозит только улица. А щенки оказались такими благодарными, что их согрели, приютили, к груди прижали, что назад выкинуть на мороз не поднялась рука. Вот и стали их готовить к отправке в Москву. Но, увы, отправить не получилось. Отправили на передержку в Якутск, где они заразились энтеритом. Лечили, капельницы, поездки в клинику ежедневные, а после выздоровления снова заболели. Аденовирус. И снова лечили. И когда снова пошли на поправку, то девочка, спрыгнув откуда-то, сломала ножку. Наложили гипс. Месяц в гипсе. Все это мы оплачивали с девушкой Еленой, что спасла их поровну. С гипсом и приехали они ко мне. Вот такие вы хорошенькие. Ой, яйки. Прилетели они, солнышки, прилетели. Вот такие колоски. Хорошие, хорошие. А ножка-то как у тебя поживает, а? Как у тебя ножка поживает, мой сладенький? Вот какие мы. Ай, какие хорошенькие. Ой, какие хорошие зайчики прилетели. Девочка и мальчик. Хорошо, что вовремя. Вовремя здесь снимали гипс. Нога под гипсом уже начала загнивать, натирать, болеть. Эти дети прошли все эти испытания и ужасы, и они так заслужили счастье. Но пристройство тоже не далось легко. То обещали забрать в Европу, то снимали с рейса. Долгие дебаты, уговоры. В общем, все непросто. Это если кротко о их спасении, а мы о пристройстве. И только сейчас могу рассказать, что наконец-то мальчик Крош в семье. Эх, долгий путь, чтоб стать домашним, проходят они. Жалко, что и щенки так долго пристраиваются. Только теперь он счастлив, он обрел семью там, в Европе. А девочка, ее зовут Крошка, тоже в Германии, дважды пристраивалась, но по разным причинам забирали назад, к волонтеру. Спасибо нашему коллеге-волонтеру, что ответственно подходит к вопросу пристройства и контроля в семье. Порадуемся за Кроша, у него все хорошо, да и Крошка в надежных руках, у нее тоже все будет хорошо, и о ней я вам расскажу, когда у нее появится семья.
Слушай, вон дыра такая на шее у нее. Все уже на спине. Дыра просто. Посмотри-ка, что. Дыра какая у нее. Выдрали. Ой, беда. Ой, кошмар. Ай, какая ласковая. Ай, какая целовалка. Ай, какая красивая целовалка. И еще об одной счастливице, друзья, расскажу вам сегодня. Это Рада. Забирала ее в далеком 2020 году из ППЖ. Двоих сразу порванных забрала Скифа и Раду. Скиф давно уже в семье, о нем я рассказывала. А Раду долго лечили порванную шею и уши. И Рада жила на передержке все эти годы здесь, в Москве. Она оказалась и тогда-то не молодой, средних лет. Да еще прошло 4 года. Поэтому сейчас ей около 10 лет. Перспективы пристройства не было. В таком возрасте никому не нужны они. На передержке очень растолстела, мало двигалась, только лежала. И вот семья в Германии пожелала приютить старенькую собачку, скрасить ее старость. Выбор пал на Раду. И она уехала вскоре сразу в эту семью. И вы знаете, там она ожила. Ею стали заниматься. Правильное питание для возрастных собак, диета, движение, прогулки, пробежки по 1,5 километра в день. Лежать там некогда. Одним словом, и к Раде пришло счастье, хоть на старости лет. Теперь она узнала, что такое быть любимой и жить в заботливых руках. Девчушку Дану я взяла на кураторство в мае этого года. Необычайно хороший характер, покладистая, кроткая, несчастная. И за все это вместе так проникла в душу волонтеру Нальчике, что не могла она выпустить ее в поле вместе с другими собаками, когда закрывался их пункт отлова, и ото всех избавлялись нещадно. Тогда и приехала она ко мне в Москву. Встречали с Романом поезд с этой Даночкой и Дэном. Я рассказывала вам о них. Иди сюда, иди, облизывай, да? Вот какие хорошие. Облизывать Мальчик я и люблю, девочка целоваться не люблю. приехали к нам. Золотые дети, золотые. Ты что, мне лапочку даешь? Вас спасли, мои хорошие. Вон как вы хвостиком виляете, да?
Девчушка не засиделась на передержке. По стечению обстоятельств была выбрана на пристройство в Европу и через 3 месяца уехала. А еще через неделю уже была там пристроена в семью, с которой сразу отправилась в отпуск путешествовать. Вот так сложилась судьба Даночки. Она тоже родилась под счастливой звездой. Не часто такое бывает. Пусть будет счастлива и эта девчушка. Друзья, сегодня я показала вам очередных счастливчиков, сколько поместилось в ролике. Как вы понимаете, это очень долгая, трудоемкая работа причастных к этим собакам людей. Кто-то спасал, кто-то передерживал, кто-то пиарил, кто-то лечил и так далее. Труд за кадром, чтобы потом вот так показать вам. И спасибо вам за помощь финансовую. Спасибо, что вы есть. Когда вы помогаете, то получается больше спасать и качественнее. И наоборот. Друзья, помогайте им. Нам ежедневно нужна ваша помощь. У меня очень много собак, очень много проблем, и я на грани краха. Если будет помощь, то в январе будут еще счастливые истории. К сожалению, все зависит от денег.